Здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абибулаев. Сегодня в нашем выпуске. Генассамблея ООН представит проект резолюции по соблюдению прав человека в Крыму. Более 2 миллиардов рублей на строительство детских садов. Юридическая консультация Госкомнадзора в ПГТ Кировская. 27 января весь мир вспоминает о трагедии Холокоста. Президент США Дональд Трамп пообещал, что приложит все усилия, чтобы нормализовать отношения между США и Россией. По словам американского президента, страны могли бы вместе вышибить дух из террористической группировки ИГИЛ. Цитата: «Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас», отметил Дональд Трамп. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в субботу. Владимир Путин и Дональд Трамп уже общались по телефону 14 ноября после победы республиканца на президентских выборах. В американских СМИ также появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа уже подготовила необходимые документы для отмены антироссийских санкций. Представители средств массовой информации ссылаются на источники в администрации президента США. Государственный совет Республики Крым согласовал освобождение от должности заместителя главы Совета министров Олега Козурина. В конце декабря 2016 года глава Крыма Сергей Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера Олега Козурина в связи с его отставкой по собственному желанию. Олег Козурин был назначен на эту должность в начале 2016 года, перейдя на эту работу из правительства Севастополя. Он курировал вопросы строительной политики, транспорта и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма. Госсовет Республики Крым внес поправки в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым, увеличив ежемесячные выплаты ветеранам и труженикам тыла с 500 рублей до 1000. Выплаты коснутся почти 30 тысяч крымчан. Они будут проводиться из регионального бюджета. Это ветераны Великой Отечественной войны, которые не были приравнены к федеральным льготникам, участники боевых действий, члены семей погибших, которые не получают федеральной доплаты. Это совершеннолетние узники концлагерей. Выплаты производились с января 2015 года, были на уровне 500 рублей. Сейчас выплаты увеличены в 2 раза, сказала министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская. Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с председателем Госкомнадзора Зауром Смирновым. Все подробности в сюжете. Большинство крымчан уровень межнациональных отношений на полуострове оценивают положительно. Представители различных национальностей должны находить себя в общественной жизни Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов. В ходе личной встречи с председателем Госкомнадзора он обсудил итог проделанной работы в 2016 году, а также планы на новый 2017. Задачи, связанные с обустройством лиц, депортированных по национальному признаку, которые, согласно указа президента, были реабилитированы. Программа федеральная целевая в части подведения инфраструктуры к объектам, к местам компактного проживания людей. То есть с тем, чтобы в этом году мы вышли на плановые, на целевые показатели, все показатели в данном случае достигли. По словам председателя Госкомнадзора Заура Смирнова, в целом поставленные на 2016 год задачи выполнены на 100%. Сегодня в республике активно реализуется указ президента Российской Федерации о реабилитации. В этой связи проделано немало работы. В прошлом году мы 90-квартирный дом на Фонтане распределили в микрорайоне города Симферополя. 90 семей получили новые квартиры. Естественно, школа имени Алиме Абдинановой. Это большое достижение, очень благодарны люди. 360 человек, Сергеевич, посетили хадж в этом году из числа мусульман. И с нашей стороны, тоже со стороны Совмина, то есть я уверен, что большую благодарность нашему уважаемому муфтию Эмирали Эфенди и Духовному управлению мусульман Крыма, скажите, огромную работу проделывают на установление мира, согласия, спокойствия, то есть за это низкий поклон. Конечно же, в этой части не можем не говорить о строительстве соборной мечети, Сергей Ильич. И поэтому, конечно, здесь нашему президенту большая благодарность от всех крымчан. Без президента не сдвинули бы, сколько лет обещали
крымским мусульманам построить мечеть. Пока наш президент Владимир Владимирович не принял решение, к сожалению, этот процесс с мертвой точки не двинулся. Но теперь, слава богу, там работа идут в штатном режиме, связь там поддерживаем. Бальбек Руслан Исмаилович, я знаю, бывает там регулярно. Вы тоже заезжаете, так? Да, все поддерживаем, все контролируем, все идет по плану. И продолжается строительство полным ходом комплекса возрождения реабилитированных народов на станции Сирень в Бахчисарайском районе. Идет финансирование, это республиканские деньги, наш бюджет. Вот, все идет согласно проекту. Кроме того, в прошлом году была успешно реализована программа по выкупу жилья, а также по предоставлению материальной помощи на достройку индивидуального жилья. 136 семей сумели получить материальную помощь, и 118 семей из числа реабилитированных в сельских поселениях получили долгожданное жилье. Кроме того, в ходе встречи обсудили и выдачу участков бывшим участникам полян протеста. Выдали всем уже документы на право пользования? Из тех 3500, которые получили у нас по распоряжению правительства, находящихся в реестре, практически работа завершена. Сейчас у нас еще есть ваше поручение. Вы поручили совместно с главами администрации нам в этом году закончить весь этот процесс. Тех людей, это порядка 5000, которые еще остались в реестре, мы эту работу сейчас ведем. По федеральной целевой программе мы тоже сделали хороший задел на будущий год, точнее на этот уже год, на текущий. Буквально в конце года мы открыли строительно-монтажные работы и финансирование по 10 объектам, Сергеевич, это 7 детских садов в местах компактного проживания, 2 школы и один очень важный объект, это Центр политничной культуры Крымского индустриально-педагогического университета. В планах на 2017 год продолжать реализацию программы по выкупу жилья. На это запланировано 100 миллионов рублей. На предоставление материальной помощи выделено 19 миллионов. Согласно ФЦП, уже в этом году будут сданы в эксплуатацию 28 объектов. Это жилые дома и объекты коммунального строительства, в том числе и дороги. Кроме того, Заур Смирнов отметил работу подведомственных Госкомнату организаций. Уже в ближайшее время на полуострове начнет работу крымско-татарское радио «Ватан Седасы». Сейчас вместе с организациями, те, кто за это отвечает, определяем вопросы, связанные с подключением к передатчикам и так далее. Поэтому где-то, я думаю, через пару недель в Симферополе, Симферопольский район смогут уже получать вещание на частоте FM. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что на сегодняшний день важно сохранить мир и стабильность между представителями всех народов и вероисповеданий, проживающих на полуострове. Межнациональные отношения, как одно из самых приоритетных направлений, требуют пристального внимания Республики Крым. Левиза Сидбелялова, телеканал Миллет. Генассамблея ООН представит проект резолюции по соблюдению прав человека в Крыму с 1991 по 2014 год о проблеме соблюдения прав человека на Украине с 2014 года по настоящее время. Документ разработали крымские общественники. Планируется, что резолюцию сперва направят в МИД Российской Федерации, после чего документ отправят в ООН. Подробности в сюжете. Идея создания резолюции возникла после того, как в декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию, где призвала к международному мониторингу ситуации в Крыму. Документ содержит список преступлений, массовые столкновения и беспорядки, в которых пострадали люди в период с 1991 по 2014 год. Права человека стали использовать как орудие. Орудие прихода к власти, орудие прикрытия себя. Когда правами человека или идеей за защиту прав человека стали развязываться войны и геноцид. Когда то, ради чего закреплялись права человека, это право человека на жизнь. И главная задача государства – обеспечить защиту жизни против и не допускать войну. Почему государство карает убийцу, и мы с этим соглашаемся. И убийца идет в тюрьму, а в некоторых странах и подвергается смертной казни, то у меня возникает вопрос, почему убийство сотен тысяч людей только уже передергивается и начинается убийство как способ борьбы за. Я этого не понимаю. Во второй части документа описываются события с 2014 по настоящее время. Здесь идет описание массовых убийств, а также гражданская война в Луганской и Донецкой народных республиках, которая продолжается уже 3-й год. По данным ООН, на сентябрь 2016 года жертвами конфликта на Украине стали 31 805 человек. Он из себя представляет такой длинный список негативных эксцессов, преступлений, столкновений граждан с правоохранительными органами, которые происходили в этот период. В Конвенции ООН о наказании геноцида и предотвращении его, одним из признаков его является создание невыносимых условий для жизни.
что было вот эти попытки, например, лишить Крым воды, организовать его энергоблокаду. Когда их все вместе собираются, получается вот некая такая комплексная картина, которая свидетельствует о том, что то государство, которое обвиняет Россию и крымские власти в том числе в нарушениях прав человека, не имеет на это никаких моральных прав. В свою очередь, председатель региональной общественной организации Харымбыр Легаси Тумер Ниметулаев отметил, что готов при необходимости лично продемонстрировать реальное положение дел в Крыму. Той Украины, которая была, ее просто сегодня нет. Там сегодня анархия, правый сектор, Азов, эти бандформирования, эти команды, которые уничтожают в первую очередь свое население Донбасса и Луганской области. Если ты обстреливаешь своих граждан, как можно относиться к той власти, которая сегодня сидит в Киеве? Население Крыма – это население славяне, татары, люди, которые всю жизнь мы вместе жили. Перекрыли воду, делают блокаду. Для чего? Вот в это время все жители Крыма, абсолютно невзирая ни на любую национальность, мы все сплотились, выжили. Кто, если не верит, как мы тут живем, пожалуйста, соберите депутатов Верховного Совета, пусть приедут, я сам их провезу, покажу. Сегодня все строится, все работает. Люди довольны жизнью. Стоит отметить, что в подготовке резолюции принимали участие члены национально-культурных объединений республики. Документ в ближайшее время будет направлен в МИД Российской Федерации для дальнейшей передачи в ООН. Нариман Тарсинова, Алишер Алимов, телеканал Миллет. Бывший начальник службы автомобильных дорог Крыма обвиняется в халатности, в результате которой бюджету республики нанесен ущерб на 46 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму. В отношении экс-начальника службы было возбуждено уголовное дело по статье «Служебная халатность». По данным источника, в правоохранительных органах речь идет о Василии Савченко, который возглавлял службу автомобильных дорог Крыма с декабря 2014 года по октябрь 2015 года. На строительство детских садов в местах компактного проживания крымских татар из ФЦП выделено больше 2 миллиардов рублей. Это 9 дошкольных учреждений, а также Центр политнической культуры и молодежи при КИПУ. Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым осуществляет контроль по данным объектам. Сегодня состоялась выездная комиссия по Симферополю и селе Молодежное. До конца этого года в Симферополе запланировано завершение строительства 4 детских садов, на которые выделено больше миллиарда рублей. Заказчиком и застройщиком является служба капитального строительства Республики Крым. Стоит отметить, что дошкольные учреждения будут не модульные, а объектами капитального строительства. Участок земли под будущий детский сад в микрорайоне Фонтаны уже полностью огражден забором, завезены строительные материалы, и в ближайшие дни начнется капитальная работа. На 260 мест по индивидуальному проекту. Проектные работы уже выполнены, экспертиза получена. На проектные работы потратили 8,4 миллиона рублей. И 62 миллиона рублей уже профинансировано генеральному подрядчику. Проектные работы по будущему детскому саду в микрорайоне Луговое выполнены и получили положительные заключения. Как и на Фонтанах, подрядчиком является одна и та же компания. В декабре прошлого года на объект было выделено более 60 миллионов рублей, а сумма контракта составляет около 280 миллионов. Планируется такой большой детский садик, исходя из того, что могут дать свои заявления граждане, проживающие в Строгановке Симферопольского района. Это буквально через вот эту объездную дорогу. Строительством детских садов в Хошкельды и в селе Молодежное занимается подрядчик из Евпатории. На каждый из объектов уже потрачено по 600 миллионов рублей, а сумма контрактов составляет более 270 миллионов. В селе Молодежное полным ходом идет разработка грунта под котлован. После этого идет соответствующая сдача котлована, приемка дна котлована. И после этого начнутся уже бетонные работы. Ведется согласование, и буквально сегодня уже должны подключить электричество на данный объект, после чего будет установлено соответствующее ограждение. Строительством Центра полиэтнической культуры и молодежи при КИПУ занимается подрядчик из Казани. Сметная стоимость объекта – 750 миллионов рублей. Общая площадь участка – около 2 гектар. В данный момент место под строительство ограждено, вывешены паспорта проекта. Идет подготовка соответствующей документации. Оформление земляных ордеров, порубочных билетов. И по графику производства работ
конец февраля мы должны приступить к земляным работам. То есть, я думаю, мы пойдем с опережением. Стоит отметить, что здание Центра полиэтнической культуры и молодежи будет полукруглой формы. Значит, 14 этажей, этажное здание, плюс значит, зимний сад из металлоконструкции будет на весь верхний этаж. На первом этаже здания будут располагаться административно-бытовые помещения. На втором этаже построят спортивный комплекс, на остальных этажах будут проживать студенты и аспиранты. В общей сложности жилье рассчитано на 725 человек. Во дворе будет парковка и зеленые зоны. Строительство детских домов планируют завершить уже до конца этого года, а центр достроят в 2019 году. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Пенсия выше, газ дешевле, а украинец в телеэфире рассказал о жизни в Крыму. Житель Харькова дозвонился в прямой эфир телеканала News One и поинтересовался, почему Россия, которую ведущую называют агрессором, заботится о жителях Крыма лучше, чем это делала Украина. Все часто говорите агрессору. Меня удивляет, почему агрессор в Крыму заботится о наших украинцах намного больше. У них пенсия выше моей в 4 раза. Медицина бесплатна. Понимаете, газ намного дешевле и все прочее, прочее. Это получается, кто агрессор тогда получается? Мы сами для себя сделали агрессора здесь внутри. А наружный агрессор, оказывается, так заботится о наших гражданах, что даже удивительно. И я пытался поменяться квартирой, жильем. Вроде бы там есть же патриоты, которые бы уехали. Мне стали показывать виском у пальца, вы понимаете? Никто оттуда в Украину не хочет даже заманиться. Юристы Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым провели юридическую консультацию в ПГТ «Кировская». С какими вопросами обращались жители, узнаете в сюжете Султании Ситакаевой. Житель поселка Кировская Закир Ибраимов в 1986 году работал в 30-километровой зоне Чернобыля автокрановщиком. Сейчас он болен. Диагноз – хроническая ишемия головного мозга. Закир Бей не имеет статуса чернобыльца, поэтому льготами пользоваться не может. Он надеется, что юристы помогут ему в решении проблемы. Я работал в 30-километровой чернобыльской зоне. Сейчас я очень болен и каждые полгода прохожу курс лечения без льгот. Очень надеюсь на помощь и получить статус чернобыльца. Уже 17 лет Гульнара Хариддинова стоит на квартирном учете. На данный момент она проживает в общежитии в ужасных условиях. Сегодня Гульнара Ханам написала письмо на имя председателя Госкомнатса с просьбой о предоставлении жилья. У нас ни газа нету, понимаете, в общежитии мы живем. Вот в этом году только нам сделали ремонт, покрыли крышу, а так у нас ни газа нет. Вот когда свет отключали, у нас было полное ЧП, потому что у нас там живут старые бабушки, там, дедушки и много-много многодетных детей. Вот. Ведущий специалист отдела по обустройству народов, репрессированных из Крыма Госкомнатса Республики Крым Шевкет Хамзин заявил, что по вопросам чернобыльцев будет отправлен запрос в профильное ведомство. Что касается жилищного вопроса, Шевкет Хамзин отметил, решение этой проблемы требует конкретных действий на местах. Администрация Кировского района по вопросу квартирного учета работает неэффективно. Некоторые сельские советы по Кировскому району не предоставляют по непонятным причинам списки граждан, которые нуждаются в жилье. Люди живут в общежитиях в тяжелых условиях, и данный их вопрос не решается. На сегодняшний день мы приняли у них заявление для того, чтобы проконтролировать, чтобы все списки по льготным гражданам и гражданам депортированным, чтобы рассмотрели, предоставили компетентные органы именно в Кировскую районную администрацию для того, чтобы уже рассмотреть их по выкупу индивидуального жилья. Юридическая консультация дает надежду на то, что в кратчайшие сроки граждане сумеют найти решение проблем в сложившихся ситуациях. Стоит отметить, что консультации проходят бесплатно. Очередной выезд состоится уже в следующую пятницу. В каком именно районе, узнаете в анонсах телеканала Миллет. Султания Ситакаева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. 27 января весь мир вспоминает о трагедии Холокоста.
Дата была установлена резолюцией ООН в память об освобождении в этот день в 1945 году советскими войсками узников лагеря смерти Освенцим, где массово были уничтожены миллионы людей по национальному признаку. Ежегодно в память о жертвах ужасной трагедии в Крыму проводят ряд мероприятий. В селе Мирном под Симферополем сегодня открылась выставка «Холокост. Унижение, освобождение, спасение». Именно в Мирном находится мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма. На выставке были представлены документы и материалы, рассказывающие о трагедии Холокоста. В частности, фотографии, показывающие жизнь людей в немецких концлагерях. День памяти жертв Холокоста – это в широком смысле слова это память жертв всем узникам концентрационных лагерей. Безусловно, евреи понесли самую большую потерю, если разбивать или пытаться это делить на нации. Более 6 миллионов по данным Нюрнбергского процесса людей было уничтожено. Точных данных не знает никто, потому что списки не составляют. Фашисты уничтожали все свои преступления, уничтожали лагеря, уничтожали следы. Во время Холокоста из 11 миллионов евреев было уничтожено около 6 миллионов, в том числе 40 тысяч человек в Крыму. Дата 27 января была выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1945 году, советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, в котором были убиты более миллиона человек. Находясь на этом месте, в этом мемориальном комплексе, на этой территории, чувствую, что боль, душевную боль. Я здесь уже не первый раз. Я был у истоков строительства, когда мы с Олегом Евгеньевичем Билайнцем находились здесь. Мы оба чувствовали ту боль, что произошло здесь. Здесь очень много погибло невинных душ. А это очень большой грех. Я думаю, человечество осознало, и поэтому эти дни отмечаются скорбью и такими скорбными датами. Кроме того, в Госкомнадзе сегодня состоялся круглый стол на тему «Уроки Холокоста и культура памяти. Современные проблемы и пути их решения». Цель таких мероприятий – показать историю катастрофы без прикрас, отмечают организаторы. Мероприятия, посвященные ко Дню жертвам Холокоста, будут организовываться и в дальнейшем. 31 января этого года, вот буквально через несколько дней, мы проведем конференцию, которая будет называться «Холокост. Защитим будущее вместе. Крымский выбор». То есть речь идет о том, что на этой конференции будут присутствовать наши дети. Хочется пожелать всем мира, благополучия, яркого солнца, и чтобы мы все жили в мире. Жертвам беспощадной нацистской машины стали миллионы человек. У таких преступлений нет срока давности. Это трагическая страница всего человечества. Каждый из нас обязан помнить те страшные события. Мавиле Эюб, Энвер Аблязиз, Асан Дивадинов, телеканал Миллет. Жители всей России отдают дань памяти жертвам блокады Ленинграда, прошедшей 27 января 1941 года. Это событие не обошло стороной и Крымский полуостров. В первой школе гимназии Старого Крыма прошел ряд мероприятий, посвященных этому дню. Все подробности расскажет наш корреспондент Султания Меджид. Все дальше в историю уходят страшные годы Великой Отечественной войны, но в памяти они останутся навечно. Одним из трагических событий того времени стала блокада Ленинграда, которая длилась с сентября 1941 года по январь 1944. В первой школе гимназии имени братьев-партизан Стояновых особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. Именно там прошел вечер-реквием, посвященный тем событиям. Прошедший спустяк, непокоренный герой Ленинград. Для учеников школы была организована выставка, где были представлены фотографии, документы, а еще вырезки из газет и журналов того времени, высланных специально из архивов города Ленинград. Материалы для выставки собирались на протяжении нескольких месяцев преподавателем школы-гимназии Гаиде Тимировой. Мы решили показать детям, как выглядели 125 грамм блокадного хлеба. Именно это была суточная норма для жителей города. Основная цель – это привить уважение, чувство гордости за то, что мы страна-победитель, за то, что мы выиграли Великую Отечественную войну и должны чтить и уважать память павших во время войны.
Особое место в экспозиции заняли фотографии, документы, а также пиджак, увешанный медалями крымского татарина, танкиста, участника Великой Отечественной войны Суфьяна Велишаева. В 1941 году его призвали в ряды Красной армии, и он стал участником обороны Ленинграда, за что и был награжден орденом Красной Звезды за освобождение города-героя. Материалы для выставки предоставила преподаватель крымско-татарского языка имени Юрдам, его дочь. Правнуки Суфьяна Велишаева хоть и не застали в живых своего прадеда, но с гордостью вспоминают о его подвигах. Это орден моего дедушки. Он мне очень дорог, и я его храню. Это орден Красной Звезды. Моя бабушка и мой папа мне о дедушке очень много рассказывают. Суфьян Велишаев был верен своей родине, но несмотря на все его подвиги, в 1944 году его, как и других крымских татар, обвинили в предательстве и насильно выслали с родной земли, вследствие чего и была утеряна часть его наград. Правнучка Суфьяна Велишаева написала стихотворение, посвященное депортации. Загадочный колодец, скажи мне, как тебе живется без крымских татар? А колодец мне в ответ: грустно мне, не слышу вашей речи. Она, баба, Энина, молитвы предков. Колодец, дорогой, расскажи мне, ведь ты один хранишь память и историю моего народа. А колодец мне в ответ: трудна судьба народа. Оплакиваю и храню историю твою. Также для школьников были подготовлены стенды с материалами о Холокосте, массовом истреблении еврейского народа во время Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что в школе создан музей, в котором собраны материалы о событиях тех времен, а еще работает военно-патриотический кружок «Память». Султания Меджид, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов предложил организовать прямые рейсы из Симферополя в Саудовскую Аравию на время проведения хаджа, чтобы дать возможность крымским мусульманам совершить паломничество в Мекку в оптимальном режиме, сообщает пресс-служба ведомства Ростуризма. Олег Сафонов также отметил важность обеспечения безопасности и оптимального сочетания цены и качества услуг, оказываемых российским паломникам. Дата открытия перевозок российских паломников в Джидду и Медину будет определена в феврале. В 2017 году хадж проводится с 1 по 4 сентября. А это были все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом «Миллет». Хороших вам выходных. До новых встреч в эфире.